В эту продвинутую лабораторию Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН мечтают попасть ученые физики из многих регионов страны. Все потому, что в Ижевске есть уникальное оборудование, и оно как приманка для ведущих ученых умов России. Наш центр коллективного пользования обладает оборудованием, которого нет в других научных центрах. И это позволяет нам принимать научные группы из различных городов, из Воронежа, которые сегодня к нам приехали. И часто к нам приезжают из Казани, из Москвы, проводят исследования. На этой неделе в Ижевск прибыли специалисты Воронежского государственного университета для проведения исследований наноструктур. В помощь этот уникальный рентгеноэлектронный спектрометр и сканирующий электромикроскоп. Они позволят ученым из Воронежа и их ижевским коллегам изучить клеточные культуры, которые производят неорганические наночастицы заданных размеров, формы и состава. Для этого необходимы многочасовые исследования образцов, чем физики и занимаются в лаборатории с раннего утра и до позднего вечера. На титановой фольге у нас находится образец, соответствующий, который нужен нам, необходим для исследования, и он крепится на углеродный скотч. У нас как вы видите, у нас очень много таких образцов. Это уже по счету 4-я загрузка за эту неделю. Какое применение могут получить результаты сложнейших опытов? На этот вопрос ученые физики из Воронежа и Ижевска пока отвечают неохотно и уклончиво. Но в любом случае исследования позволят значительно упростить получение наночастиц, которое в настоящее время является длительным и дорогостоящим процессом. А еще в случае получения положительных результатов опытов, такие клеточные культуры могут оказать огромную пользу медицине. Поможет ли это медикам, врачам бороться с онкологией? Мы очень надеемся, что да. Наша такая задача состоит у нас это называется высокоточная диагностика. То есть мы изучаем те процессы, которые, по нашему мнению, могут быть полезны. Дальше у нас идет общение с коллегами из медицинской области. Профессор Сергей Турищев также рассказал, научные школы Удмуртии и Воронежской области связывает почти полувековое сотрудничество. Однако исследования подобного уровня проводятся впервые не только в истории двух этих научных школ, но и во всей российской практике.